Добрый день, уважаемые участники консультационного часа. Мы рады приветствовать вас на нашем вебинаре, который посвящен теме непослушания и капризы дошкольников, почему это происходит и что с этим делать. С нами сегодня в роли специалиста будет выступать Наумова Александра Сергеевна, является психологом Центра социальной помощи семье и детям города Сыктывкара, а также консультантом Республиканского консультационного центра Коми Республиканского института развития образования. В чате, уважаемые участники, вы можете задавать любые интересующие вас вопросы, и Александра Сергеевна ответит на них с большим удовольствием. Итак, мы начинаем. Всем здравствуйте. И до того, как появились вопросы, я немножечко расскажу о причинах непослушания дошкольников. Начнем с причин. Во-первых, самое, наверное, банальное – это ребенок устал. Устал, хочет спать, у него плохое настроение. А ведь взрослые, когда устают и у них плохое настроение, они тоже склонны, скажем, не выполнять просьбы, да, отказываться что-то делать. Вторая причина – это возрастные кризисы. 1 год, 3 года, 5 лет. Во время возрастных кризисов у ребенка происходят бурные физиологические и психологические изменения. И ребенок своим непослушанием и капризом так справляется с этим бурным всплеском в физиологических и психических процессах. Про кризисы давайте. В 1 год что формируется? Кризис 1 года характеризуется, что ребенок учится управлять своим телом и осваивает прямохождение. Как он проявляется? Ну вот они проявляются как одна из форм проявления кризиса, это как раз непослушание. В 3 года развитие самостоятельности. Ребенок «я сам» говорит, все буду делать сам, и зачастую не хочу, не буду на все просьбы родителя и предложения. Таким образом, ребенок развивает свое чувство, что я могу управлять ситуацией. В 5 лет развивается у ребенка половая идентификация, то есть мальчики понимают, что они принадлежат к мужскому полу, да, девочки к женскому. Здесь формируется нравственное развитие, происходит бурное развитие нравственной сферы, учится формировать собственное мнение. Следующая причина. Ребенку не хватает внимания. Вроде, как это может ребенку не хватать внимания? Целый день мама с ребенком, там, не знаю, родители с ребенком, но в период сейчас, да, в такой период жизни, когда бурно развиваются технологии, когда скорость жизни растет и растет, и родители бегом на работу, дома успеть, здесь успеть, и внимание ребенка уделяется походя. Родители редко садятся с детьми поиграть и поучаствовать только с детьми, да, отвлекаясь от всех гаджетов, от телевизоров, от звонков. И таким образом ребенок ощущает дефицит внимания. Следующая причина, 4. Ребенок изучает границы дозволенного. И это норма. Когда ребенок не слушается 2/3 части, в 2/3 ситуациях, это нормально. Ребенок таким образом понимает, вот здесь можно, здесь нельзя. Следующая причина, 5. Непоследовательность поведения родителей. В чем она может проявляться? Родители сегодня говорят, можно сладкое до обеда, завтра говорят, нельзя сладкое до обеда. И ребенок здесь таким образом, да, когда он не слушается, то есть нельзя брать конфету, то есть он понимает, что, ну, например, сейчас нельзя, да, а завтра можно будет. Еще одна из видов непоследовательности родителей, когда 2 родителя, супруг и супруга, не согласованы в своих действиях. Мама говорит «можно», к примеру, а папа говорит «нельзя». Тогда ребенок также проявляет непослушание. Ну и еще и начинает манипулировать родителями. То есть «а мне мама разрешила». Или «а мне папа, который говорит нельзя, все-таки разрешил. Мама, можно?»
И последнее, говорю, основные причины, да, есть помимо еще этого частные, но это основные. И последнее – это вседозволенность или когда очень много запретов. Когда ребенку все можно, то на запрет он реагирует истерикой, капризами. Или когда ребенку все нельзя, то ребенок также протестует, и он начинает не слушаться. Озвучила основные причины. Давайте сейчас по этим причинам пройдемся, да, что делать в той или иной ситуации. Первая причина, когда ребенок устал или там плохое настроение. Здесь просто проявить терпение и отстать от ребенка. Ну вот пройдет у него, он отдохнет, настроение у него поднимется, да, и он будет себя лучше вести. Следующее – это когда возрастные кризисы. Просто знать, что вот наступил период вот этого кризиса, да, и здесь также проявить терпение и немножко подождать. Проявлять внимание. Третье. Ребенку не хватает внимания. Давайте проговорю о том, как дать ребенку качественно внимание, чтобы он это внимание родителя получил и дефицит внимания не проявлял непослушание. Часто бывает, не всегда, но зачастую, когда ребенок спокойно сидит, играет, родитель радуется и бежит заниматься своими делами, не трогая ребенка. А вот когда ребенок что-то закапризничает, что-то ему не понравилось, родитель что делает? Бежит, что случилось, и дает ребенку внимание. Что получает ребенок и понимает, что когда я закапризничал, мне дают внимание. И это закрепляется. Давайте отсюда основной принцип, который будет, да, на протяжении остальных действий, которые я буду предлагать, идти красной линии. Это внимание родителя положительному поведению ребенку. Вы увидели, что ребенок спокойно играет? Скажите, ты такой молодец, ты так хорошо самостоятельно играешь, ты тихонечко сидишь, да, ты сам умеешь что-то делать. Вот. То есть обращать внимание на те моменты, которые для вас важны, когда ребенок себя ведет положительно с вашей точки зрения. Чтобы ребенок получил внимание родителя, сделайте себе за правило 20 минут, этого достаточно, 20 минут в день уделить только ребенку. В дошкольный период у детей ведущей деятельностью является игра, и поэтому ребенку уделять внимание в идеале давай вместе поиграем в ту игру, в которой ты хочешь сейчас. Вот 20 минут, убираем все телефоны, отключаем все телевизоры и участвуем в игре ребенка. Что он захочет, что он предложит. Даже если он будет просто сидеть и рисовать, иногда там, обращая на вас внимание, побудьте с ним, поучаствуйте. О, ты рисуешь, да, или мне очень понравилось, как ты нарисовал вот эту деталь. Просто побудьте и поучаствуйте. Для того, чтобы ребенок накопил это внимание, то есть если у вас сейчас на данный момент сформировался дефицит внимания, то есть ребенок проявляет себя непослушанием, чтобы сформировалась вот это вот, скажем, назовем ее копилка, да, вы накидываете это положительное внимание в ребенку, он накапливает его, достаточно недельки 2, 20 минут, потом немножко нормализуется все. Уже немножко начала говорить про то, как закреплять положительное внимание, положительное поведение вниманием к ребенку. И для того, чтобы снизить процент непослушания, необходимо хвалить положительное поведение. И вот давайте я хочу проговорить о том, как правильно хвалить. Точнее, как хвалить, чтобы это было эффективно. И ребенок понял, что слушаться – это одобряемо родителям. Во-первых, хвалить надо сразу. Ребенок убрал за собой кружку со стола. «Вася, ты молодец, ты убрал кружку со стола». Сразу же. Дальше хвалить надо конкретно. Уже проговорила. Не просто «молодец», да, «Вася, ты убрал кружку со стола». Ребенок понимает, за какое конкретное действие его похвалили. И похвала ведь действует не только на маленьких детей, на маленьких, безусловно, но и на взрослых тоже. Вы попробуйте со своим супругом или супругой, вы увидите, как изменится буквально сразу поведение. Ребенок
и супруг захочет повторить за то, что его похвалили, или сделать еще что-нибудь хорошее. Следующее. Хвалить надо искренне. Да? Это доброжелательно, искренне, не просто молодец, а все-таки с интонацией положительной. Хвалить надо без критики. Встречаются ошибки, когда родитель хвалит ребенка и говорит, к примеру, ты молодец, что убрал, застелил постель, но... И начинается, вот это вот здесь могло быть лучше, вот смотри, здесь осталось вот не очень поправлено. Без критики. Похвалили, остановились. Для того, чтобы откорректировать это поведение, то есть понятно, что нужно, чтобы ребенок делал максимально хорошо, это можно в игровой деятельности проговорить. Те правила, которые вы считаете нужными. То есть если заправлять, то как заправлять? В игровой деятельности. Вот давай. Кукла Маша встала и заправляет постель. И здесь проговариваете. Вот она заправила здесь ровно, тут подогнула подушечку, вот сюда положила. И таким образом ребенок усваивает правила, как нужно застилать постель. При похвале важно не ждать идеального поведения. Хвалить за шаги. И одним из моментов, когда ребенка можно простимулировать даже, да, то есть ребенок вроде бы еще не собирался убрать кружку со стола, а вы можете его простимулировать к этому, подтолкнуть. То есть он попил чай, встает из-за стола, и вы тут сразу же начинаете хвалить. Вася, ты встал и убирать собрался кружку со стола, ты такой молодец. Во-первых, напоминаете ребенку о том, что нужно убрать, да, и хвалите за шаги. Важно хвалить за шаги, потому что для детей бывают сложные действия. Если, например, убрать игрушки нужно, это более сложное действие, игрушек много, и особенно если они в течение дня раскиданы, их много. И вот здесь тоже важно хвалить, что убрал одну игрушку или убрал уже половину игрушек. Хвалить за шаги. Похвалу важно усиливать. Усиление похвалы идет за счет того, что вы смотрите в глаза, улыбаетесь, когда хвалите, объятия, поцеловать. И ребенок хорошо воспринимает, когда хвалят в присутствии другого значимого. Например, сегодня Маша после первого напоминания сразу пошла чистить зубы. Да, вы ее сразу похвалили, ты такая молодец, ты пошла после того, как я тебе сразу сказала, чистить зубы. И чуть попозже можно, звоня бабушке, сказать: бабушка, представляешь, чтобы слышала Маша, представляешь, сегодня Маша сразу после первого напоминания пошла чистить, такая молодец, правда? Вот. Это тоже как усиление похвалы. И еще это уже, наверное, более сильное действие, при этом похвала, она должна быть обязательно, могут быть поощрения, сюрпризы. То есть Маша каждое утро и каждый вечер там, после первого напоминания уже бежит там, в течение 3 дней чистить зубы, ну или 2. Можно начать с маленького. Утром почистила и вечером почистила. Какая ты молодец. Ты утром сегодня почистила зубы, после напоминания сразу. Вечером даже я тебе не напомнила. К примеру, ты сама пошла чистить зубы. И я готова сегодня с тобой прочитать дополнительно сказку. Мы обычно читаем одну сказку, ты, я знаю, ты очень любишь эти сказки. И сегодня мы с тобой почитаем еще одну сказку. Вот. Поощрение важно выбрать то, которое предпочитает ребенок. Кто-то любит читать сказки, кто-то не любит. Кому-то предпочтительно посмотреть обучающие видео. Кому-то предпочтительно погулять перед сном. Да, песни послушать, колыбельную, то есть либо дополнительное время посмотреть мультфильм. То есть поощрения, сюрпризы могут быть. Не каждый раз. Они должны быть сюрпризами, неожиданными, да, и то есть вы закрепляете то поведение, когда у ребенка уже начинает формироваться то, которое вы хотите, да, я хочу, чтобы ребенок после первого напоминания шел чистить зубы.
Проговорили про похвалу, то есть, напоминаю, даем ребенку внимание родителя, что накапливаем вот это внимание, затем хвалим за то поведение, которое мы хотим видеть в ребенке чаще. И следующий момент, чтобы снизить непослушание, это устанавливаем границы и выдвигаем адекватные требования к ребенку. Да? Это третий, четвертая, пятая, шестая причина. Ребенок, когда изучает границы дозволенного, когда непоследовательное поведение родителей или вседозволенность или чрезмерное количество требований. Вообще границы для ребенка нужны. Когда есть вседозволенность, ребенок теряется в мире, потому что у родителя, например, дома это можно, а выходя в общественное место это нельзя. Непонятно. То есть если это есть требования, дома можно это делать, в социальном месте, в общественном месте нельзя. Тут понятно. А когда это просто всегда везде можно, а он выходит в какую-то ситуацию и вдруг оказывается стоп, нельзя, ребенку сложно ориентироваться. Поэтому требования для детей нужны, но требования должны быть минимальны. Требования должны обеспечивать безопасность, да, ребенка вашего, это охрана здоровья и жизни ребенка, и должны обеспечивать выполнение норм социальных. Это минимальные требования. Например, приведу пример, да, чистить зубы утром и вечером обязательно. Переходить дорогу только, про дошкольников говорим, только с родителем, только за руку. К примеру, вот эти требования. Да. У вас могут быть еще дополнительные. Если сладкое, это только после еды. Так вот, давайте проговорим про эффективность требований, как выдвигать эффективные требования и устанавливать границы. Проговорила, требований должно быть мало. Что в течение дня обычно слышит ребенок? Заходя домой, сними обувь, повесь это на место, иди помой руки, иди почисти зубы, садись за стол, кушай до конца, и т.п., и т.п., и т.п., и т.п. То есть вот куча требований в течение дня. Проанализируйте за собой, сколько... Эти требования ведь можно проговаривать по-другому. Пошли вместе почистим зубы. Или, а ты помнишь, что после прогулки все идут мыть руки? То есть постарайтесь снизить количество требований до самых необходимых. Требования должны быть конкретные. Иди чисти зубы или помой руки. Конкретно и коротко, и позитивно. Старайтесь формулировать требования без «не». Например, не кричи, а говори спокойным голосом. Есть варианты «говори домашним голосом», если это дома, да. Следующее. Требования выдвигаем по одному. Неоднократно тоже слышала примеры, когда ребенок рисует, и мама, там, заканчивается время уже рисования, нужно собираться и готовиться, там, к примеру, ко сну, и говорит: так, складывай карандаши в коробку, убирай листочки на место, карандаши иди положи в стол, потом иди помой руки, да, и иди садись, попей воды. Сколько их? Да, насколько ребенок способен усвоить. Взрослому сложно все это сразу же сопоставить, поэтому по одному требованию выдвигаем. Заканчивай рисовать, коробку убери туда, бумажку убери туда. Похвалили. Следующее требование. Пошли чистить зубы. Там, или пошли мыть руки. Требования по одному. И тут же рядышком давайте время на выполнение. Сказали требования, дайте время, чтобы ребенок услышал, да, освоил и, там, может быть, закончил какую-то свою деятельность немножко.
и начал выполнять требования. Опять же, как один из принципов эффективных требований, предупреждение. Когда ребенок увлечен какой-то игрой, какой-то деятельностью или увлечен просмотром мультиков, предупреждайте об окончании деятельности. Например, ребенок играет, вы подходите и говорите, там, Люба, через 10 минут надо будет заканчивать играть, и там, собираемся на прогулку, идем обедать, следующее действие. Предупредили, все, через 10 минут подходите и говорите, Люба, 10 минут прошло, мы заканчиваем, ты заканчиваешь игру. Можно использовать как один из способов формулировку «когда-тогда». Хорошо действует, когда ребенок сам просит о чем-то. Например, мама, можно я съем конфету? Когда поужинаешь, тогда съешь конфету. Или мама, можно я пойду гулять? Когда уберешь в своей комнате игрушки, тогда пойдешь гулять. То есть сразу, да? Меня хорошо слышно тоже, да? Скажите, пожалуйста, вот да, уберешь игрушки, мы тогда пойдем гулять. А если ребенок в ответ отвечает, хорошо, тогда я не буду играть, потому что я не хочу убирать игрушки, я просто буду вот делать это и все, чтобы не делать дальнейшие действия. Тогда гулять не идем. Ну, то есть ребенок же попросил, пойдем гулять. Поставим требование, уберешь игрушки, пойдешь гулять. Ну, я играть не буду, игрушки играть не буду, и гулять. Значит, мы не идем. Нет, так он и говорит, я не пойду гулять, я не хочу, потому что я не хочу убирать игрушки. Не потому что он не хочет гулять, ребенок, а потому что он не хочу убирать игрушки. Вот в этой ситуации как развернуть? Здесь вот эта формулировка «когда-тогда» уже проговорила, что нужно использовать, когда ребенок сам что-то предлагает. Не когда родитель говорит «иди убирай игрушки», да, и тогда пойдем гулять. А когда ребенок подходит и говорит «пошли гулять», вот тогда вот это будет, вот эта формулировка будет действовать. То есть да, она действует не во всех случаях. В том случае, когда родитель говорит «иди убери игрушки, я дам тебе конфету», может не подействовать. Ребенок не хочет конфету. Ну и, соответственно, или не хочет убирать игрушки и готов отказаться от конфеты. Ребенку при постановке требований зачастую это когда говорим «нельзя что-либо делать». Важно предлагать альтернативу. Когда говорят много нельзя, это нельзя, то нельзя, и это нельзя, без предложения альтернативы, ребенок начинает протестовать и не слушаться. Например, нельзя играть папиным инструментом, но можно и порисовать, ну, что ребенка заинтересует. Или можно смастерить свой инструмент и играть им. Давай вместе это сделаем. То есть предлагать альтернативу, когда идет запрет на какую-то деятельность. Особенно это работает с маленькими, там, скажем, до 2 лет детками, когда нельзя чем-то стеклянным стучать, ну или там, чтобы мебель не побить. Да, вот здесь нельзя стучать, можно постучать вот здесь. То есть это не разобьется или не принесет вред. Или ребенок начинает рисовать на обоях. Здесь нельзя рисовать, но можно рисовать. Вот я тебе расстелила там целый на пол. Здесь можно рисовать. И тоже уже вскользь проговорила, очень важно после выполнения требований похвалить. Да, и похвалить с применением тех принципов, о которых я уже упоминала. Ребенок выполнил требования, сразу же конкретное, сразу похвала, эмоциональная, проговорила. Вопрос. Да. Вечером, естественно, да, каждый ребенок идет в душ. Да. Ну, это нормативно как бы для всех. Ребенок любит купаться, очень. Ему нравится это делать. Но когда встает вопрос, что вот сейчас уже нужно будет идти купаться, да, то есть вот начинаем убирать игрушечки, готовимся, пойдем, начинается вопрос. Я не пойду, потому что нужно убрать игрушки, нужно раздеваться. То есть это что? Это капризы, непослушание или это лень ребенка что-то выполнять?
Если ребенок очень любит, реальная ситуация, потому что если ребенок очень любит купаться, да, то значит вот эта любовь к купанию пресекает те действия, которые, ну, то есть она перечеркивается теми действиями, которые происходят до этого, да, то есть раздеваться он не любит или там он сильно не любит убирать игрушки, тогда нужно конкретно разобрать ситуацию, как происходит уборка игрушек, что в этот момент происходит, то есть, возможно, у него очень много негативных эмоций в момент убирания игрушек, и тогда вот позитив от купания, то есть он перечеркивается тем негативом, который может быть. Как быть тогда в такой ситуации? Вот надо разобрать, да, процесс убирания игрушек. То есть все-таки, если родитель, требования ведь должны соответствовать возрасту, если родитель требует убирать игрушки все, 3-летнего ребенка, берем 3-летний возраст, 5-летний, да, 5-летний ребенок, похвала используется при убирании игрушек. Ребенка хвалят за убирание игрушек, да? У ребенка большая куча игрушек. Очень большая куча в течение дня накопилась. Тогда давайте рассматривать вопрос о том, чтобы не накапливалась эта куча в течение дня. Да, для этого тогда уборка игрушек может происходить 2 раза в день. Или после того, там, ну, с определенной периодичностью в течение дня. Или после того, как поиграл в одну игру, убираешь, ну, то есть, не вот. получается. Опять же, то есть похвала какая? Вот. Для того, чтобы конкретно, ведь на самом деле нужно разбираться в том, какие требования выставляются, как хвалится ребенок за уборку игрушек, да, и здесь уже, ну вот в этих моментах, скорее всего. Следовательно, у ребенка вот этот психоз, вот опять все снимать, складывать, и я не хочу. Угу. Все-таки есть у ребенка негатив от того, что приходится выполнять какую-то деятельность. Это даже больше не лень, это скорее, это не лень, это скорее всего от того, что есть определенный негатив к этому, к складыванию. Ну, к складыванию игрушек, да, или к складыванию одежды, там, сниманию одежды. Ну вот в этих моментах в идеале бы конкретно уже по конкретной ситуации разобраться, вплоть до того, какие фразы звучат. Угу. Да, то есть вот основные принципы все-таки попробовать использовать выполнение требований, то есть выставление требований. Капризы и не непослушание. То есть здесь немножко... Это можно отнести к непослушанию, потому что ребенок ведь не выполняет требования. Да? Опять же, нужно просматривать ситуацию, как родители выставляют требования и доводят ли их до конца, эти требования. То есть, да, и доведение требований до конца – это вообще отдельная большая тема, как, то есть там свои способы, как доводить выполнение требования ребенком до конца. Да, это важно. Ну и это, опять же, проявление капризов, то есть я не буду, я не хочу, я не буду. 5-летний возраст, вполне возможно, это возраст, вначале я говорила, это кризисный возраст. Тут вполне возможно еще влияние кризиса. Еще и уже. То есть маленький, еще не сильно большой. Но это еще рано, но тем не менее, это кризисный период 5-летний, когда формируется именно своя точка зрения, когда формируются физиологические изменения, происходят в организме ребенка, когда формируется нравственное понятие, половая идентификация. Тоже вопрос, да, по пути, значит, у знакомых, да, в доме есть еще животное. Очень любит ребенок животное, как бы плачет, если, допустим, там, едут в отпуск, когда, долго расстаются. Вот. Но сколько бы родители ни говорили по поводу того, что он вот лежит, не трогай, а отдыхает. То есть нужно обязательно пройти, обязательно задеть животное. Вот это вот к чему? Хотя при всем при этом будет кидаться в бойню за животное, прям готов вот ребенок все что угодно сделать. Да, но вот чтобы никто не трогал чужой. Задеть животное как? Потрогать? Нет, может пройти там, допустим,
вот так рукой, ну там махнуть рукой, да, или обязательно ногой задеть, но мимо вот пройти просто так не можно. Ну, не больно сделать. То есть, ну вот прикоснуться... Прям совсем больно там, ну, конечно, нет, но вроде как пинок пинком такой легкий, да, как бы, вот, ну, типа задетый, но не бить. То есть вот такая ситуация. Как один из вариантов это проявление внимания к животному, то есть я так проявляю внимание и заботу в том числе, да. Второй момент можно посмотреть, то есть здесь невыполнение требований тоже, если в тему невыполнение требований родителей. Насколько реально? То есть требования должны быть выполнимы. Насколько реально не трогать там животное, пока оно отдыхает. Сами родители выполняют это требование? Сами родители выполняют. Тогда, если это все-таки не выполнение требований, и попробовать. Ну, то есть, во-первых, проговорить, что внимание животному уделяется. Каким еще способом можно уделить внимание животному, и оно оценит. И выполнение требований. Сделать правило домашнее. Животное, когда животное лежит, мы его не трогаем. Все вместе. И, пожалуйста, вот к ребенку, да, вот смотри, ты, пожалуйста, смотри за мной, чтобы я тоже это правило соблюдала. Вдруг я забудусь, и там, да, и тот, кто в течение дня это выполнит, тому будет сюрприз. Система поощрений, там, поощрение и сюрприз. Вот такие варианты. Но здесь у детей ведь зачастую это, потрогать животное, это проявление внимания. Еще один вопрос уже был до вебинара, хотела бы его озвучить. Как быть, если ребенок устраивает истерику в общественных местах, требуя что-то купить? Тема большая, да, и она необходима корректировка на нескольких этапах. Вот на сегодняшний день ребенок уже устраивает истерику. Здесь посмотрите свое поведение. То есть если сегодня ребенок устроил истерику, вы ему не дали, не купили, что он требует, а завтра вы ему купили, что он требует, это несогласованность требований родителя. И ребенок понимает, что сегодня я поплачу, да, или завтра я поплачу, я все равно это получу. Здесь, во-первых, посмотрите, если ребенок требует, возьмите себе за правило, не покупать ни в каком случае. Либо вариант предлагать альтернативу. И на сегодняшний день, потому что тоже хочется этой теме истерик посвятить следующий вебинар, консультационный час, на сегодняшнем этапе попробуйте использовать все те же способы, которые вы пользовались. Но уже начинайте те моменты, о которых я говорила. Во-первых, это накапливайте положительное внимание для ребенка, чтобы ребенок получил ваше внимание, любовь, заботу в течение дня. Это 20 минут в день игры с ребенком, не отвлекаясь ни на что. Только внимание ребенку. Это не обязательно с ним болтать в течение 20 минут. Это присутствовать, отвечать на его вопросы, да, участвовать в тех действиях, которые он предлагает. Следующее. Хвалите за положительное поведение. Выберите, пожалуйста, один тип какого-то поведения, за которое вы будете хвалить. Если истерику пока не трогайте, возьмите любое другое, когда, например, любое другое, что для вас важно, он самостоятельно идет уже чистить зубы, да, или он убирает посуду со стола после того, или он после первого напоминания пошел складывать игрушки. То есть возьмите этот тип поведения и начинайте его усиленно хвалить изо дня в день. Не берите все типы поведения, возьмите один. Используйте похвалу, еще раз тогда проговорюсь, отрезюмирую как раз похвалу конкретную за конкретное действие. Ты, пример с игрушками, да, ты после первого напоминания пошел убирать игрушки. Я очень рада, или я горжусь тем, что ты меня послушался, и после первого напоминания. Хвалите, сейчас резюме проговорила. Конкретно хвалите сразу, хвалите без критики, то есть избегайте критику. Ты убрал игрушки после первого напоминания, не все, нет. Ты после первого напоминания пошел убирать игрушки, молодец, давай доубираем.
я тебе помогу. Вижу, ты устал, ты молодец, старался, я тебе помогу чуть-чуть сегодня. Хвалите искренне, хвалите за шаги, ты уже убрал половину игрушек, ты такой молодец, да, ты умничка. Или, как вариант, один из вариантов вариации похвалы, сегодня ты убрал больше игрушек, чем вчера. Это достижение ребенка. Хвалите в присутствии значимых. Позвонили, там, папа пришел с работы, еще раз похвалите, ты знаешь, а сегодня наша дочь или наш сын то-то, то-то, то-то сделал. Такой молодец. И хвалите с улыбкой, глядя в глаза, обнимайте, там, поцелуйте. И установите границы. Вот это как раз граница того, что если я в магазине не покупаю, то есть мы в самом начале, перед походом в магазин, идем и составляем список покупок. У нас есть список, и в этот список не входит то, что ребенок требует. Все, кроме этого списка мы не покупаем ничего. Но будьте добры, сами соблюдайте. То есть если вы составили список хлеб, молоко, кефир, картошка, там, и все, то, зайдя в магазин, не берите больше ничего, даже если что-то там по скидке. Тогда и ребенок будет понимать, что вы не берете лишнего, то есть вы как пример для ребенка. И с ребенком этот список можно согласовывать. То есть сегодня мы можем позволить себе купить, там, не знаю, фрукт, там, финики, да, кто противник сладких конфет. Или, да, сегодня мы там неделю не ели шоколад, сегодня мы можем купить шоколад. А в этот список мы накидали шоколад. И больше ничего, кроме этого списка. То есть и требования выдвигайте четкие, последовательные, согласно возрасту требования. То есть пройдите вот эти все этапы, да, для того, чтобы снизить количество непослушаний и истерик в магазине. Истерики, раз они уже, отвечая на этот вопрос, раз они уже есть, и это не разовая истерика, я так понимаю, то они все равно еще будут продолжаться. И поэтому вот недели 2 потребуется для того, чтобы как минимум снизить эти истерики. А потом уже, если вот эти все пункты пошагово будут выполнены, внимание, похвала и постановка требований и ограничений, вот, потом уже будем разговаривать на следующем вебинаре о том, как себя вести и вообще полностью исключить истерики из жизни ребенка. Вопросы, если еще у вас есть вопросы. Пока не вижу. Если есть вопрос, то можно сказать то, что надо обратиться по телефону. Если у вас возникли вопросы в чате, уже написали, вы можете задать их и после, да? После консультационного часа вы можете позвонить по телефону. Телефоны указаны на слайде, на страничке ВКонтакте, и на сайте заполнить форму «Запись на консультацию». На все вопросы поступающие обязательно вам отвечу. Спасибо большое за участие, за поступившие вопросы. Всего до свидания и послушных вам